Это сильное заявление. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как мать погибшего таджика подала в суд на МВД и Генпрокуратуру Таджикистана. В общем, сделала то, что многие боятся. Подписывайтесь на наше обновление, точно будете в курсе всего самого интересного. В суд столичного района Исмаила Самани направлено исковое заявление в отношении МВД и Генпрокуратуры Таджикистана с требованием возмещения морального вреда в связи с неэффективным расследованием обстоятельств смерти Хуршеда Бабакалонова и невыполнением рекомендаций Комитета ООН по правам человека. Об этом сообщает коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане. Заявление было подано 22 февраля от имени Саадат Кулиевой, матери Хуршеда Бабакалонова, которая требует возмещения морального вреда в связи с неэффективным расследованием обстоятельств смерти ее сына. В исковом заявлении приводится, что расследование факта смерти Хуршеда Бабакалонова 27 июня 2009 года было неэффективным и с 2009 по 2012 годы привело к прекращению более 7 раз. В действиях сотрудников милиции не было признаков преступления. Однако защита от пыток моего сына Хуршеда Бабакалонова, а также своевременное и беспрепятственное расследование правоохранительными органами Республики Таджикистана не были обеспечены, приводит мать в исковом заявлении. Коалиция напоминает, что, пройдя все механизмы защиты прав человека внутри республики, Саадат Кулиева 23 февраля 2015 года при содействии юристов коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане обратилась с индивидуальной жалобой в Комитет по правам человека ООН против Республики Таджикистан о признании факта применения пыток и жестокого бесчеловечного обращения с ее сыном Хуршедом Бабакалоновым, приведших впоследствии к его гибели. А как вы относитесь к такой ситуации внутри страны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. 10 марта 2020 года Комитетом по правам человека после прохождения процедур рассмотрения индивидуальной жалобы Саадат Кулиевой были приняты соображения в отношении Таджикистана о признании факта применения пыток и жестокого бесчеловечного обращения со стороны сотрудников милиции в отношении потерпевшего Хуршеда Бабакалонова, которые затем были направлены к таджикским властям. Саадат Кулиева указывает в своем исковом заявлении, что качество ее жизни сильно ухудшилось из-за отсутствия эффективного расследования, непредоставления информации и неисполнения государственных обязательств перед жертвами пыток, прямых и косвенных, которые преследовали их более 12 лет. Тот факт, что я нахожусь в этой ситуации длительное время и не имею юридических, организационных или психологических шансов добиться справедливости, негативно влияет на качество моей жизни и все аспекты моего здоровья, вызывает стрессовую ситуацию, отметила Саадат Кулиева. По ходатайству адвоката-специалистом-психологом была проведена психологическая экспертиза Саадат Кулиевой в Душанбе. Согласно заключению психолога от 19 декабря 2021 года, причиной психологических страданий Саадат Кулиевой является бесчеловечное обращение с ней в рассматриваемом случае. Саадат Кулиева в исковом заявлении требует от МВД как ответчика и Генеральной прокуратуры как соответчика возмещения морального вреда. Прошу суд признать мое право требовать возмещения морального вреда в связи с неэффективным расследованием обстоятельств смерти моего сына Хуршеда Бабакалонова и невыполнением рекомендаций Комитета ООН по правам человека. Требую, чтобы МВД Республики Таджикистан и Генеральная прокуратура Республики Таджикистан возместили мне моральный вред, приводится в заявлении Саадат Кулиевой. 27 июня 2009 года в 22:00 Хуршед Бабакалонов возвращался из спортзала домой с сумкой. На проспекте Рудаки его остановил милицейский патруль и попросил показать содержимое сумки. Когда он отказался, между ним и 10 милиционерами произошла драка. Впоследствии стражи порядка путем применения физической силы посадили Хуршеда Бабакалонова в служебную автомашину и отвезли в ОМВД столичного района Исмаили Самани. По прибытии в отдел милиционеры открыли задние двери машины и обнаружили, что Хуршед Бабакалонов с рвотными выделениями лежит без сознания. Прибывшие на место работники скорой помощи констатировали смерть Хуршеда Бабакалонова. При исполнении обряда омовения тела родственники обнаружили следы телесных повреждений, оставшиеся после применения насилия милиционерами. Виновные лица по сей день не выявлены. А как вы относитесь к такой ситуации? И как вы думаете, правильно ли сделала мать, что до сих пор добивается справедливости и возмещения морального ущерба? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.